Знакомьтесь, Арген Жунусов. Младшая дочь Кульпан. Курман. В семье, говорят, никогда не доволен сделанным. А Жараси почти всегда знает, чего хочет. Людмила стала его женой. Бану занята хлопотами о младших. Сапар недавно вернулся после армии. Малике Апа убеждена, что в ее время дети были послушнее, но это не мешает ей любить их такими, какие они есть. Живем хорошо. Недавно квартиру получили, 5 комнат. А всю семью к Дастархану все равно собрать не могу. Внуков Бог дал, как яблок на яблоне. С ними тесно, а без них скучно. Свет в коридорах не выключают, чтоб не заблудиться. И сегодня Малике Апа собрала не всех сыновей и внуков. У одного репетиция, у другого кружок, у третьего семинар, а может быть и свидание. Ну что ж, значит быть еще одной свадьбе. Все заняты, одной ей вроде бы и делать нечего. А 20 внуков для одной бабушки не так уж мало. Она старшая в этой семье. Так ее и в городе знают. Малике Апа, мать Аргена. Все знает Апа. Кому из сыновей вовремя шихту не подвезли, у кого на заводе плавка не удалась, не обед, а производственное совещание. Все перепуталось в ее доме. За столом говорят о металле, а у Мартенов вспоминают безбармак, который готовит она по праздникам. Sonra osunda şakırttı, ben cerasından neden zavattan alam, şakirden alam da üşürdü alıp gel, сразу завод. Прикочевали мы в Жауртау, на берег Нуры, когда здесь ничего не было. А Тимир-Тау название города уже дети дали. Тау-гора, Тимир железный. Складно получилось. Арген старший у меня. Он с отцом на большой завод ушел. Когда 14 исполнилось, уже медаль получил за трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны. Орден Ленина потом заработал, когда сталь хорошо варить научился. За старшим на завод и братья пошли. Калас, Курман, Аяш, Асайн. Теперь с ними уже и внуки работают. Работают и учатся. Старшая внучка Бану химиком будет. Другая внучка в политехническом институте на инженера-машиностроителя учится. Третья дочь Аргена в этом году заканчивает 10 класс. Хочет поступить в медицинский институт. Значит, будет в семье и свой врач. Много специальностей в нашей семье, но у всех работа очень жаркая. Ведь железо варят. Очень жаркая работа. Кургальджинские пастухи, рыбаки Балхаша и джигиты из-под Каркаролинска, люди, впервые увидевшие леса новостроек.
Они закладывали город, возводили казахстанскую магнитку. Их было около 200 в том поселке на берегу Нуры, на месте которого стал город. Сейчас 200 тысяч. Когда со всех сторон стекаясь, плывет в цехопоток людской, я в нем ничем не выделяюсь, обычный парень заводской, но сам себя я назначаю в число ответственных людей, ведь я за все на свете отвечаю, ведь я за все на свете отвечаю рабочей совестью моей. Я присматривался к этой огненной профессии, и как-то вот мне на душе было вот желание такое стать самому столяром. Но это желание мне мое исполнилось. Я пришел к начальнику цеха и заявил, я говорю, переведите меня подручным столяром. И вот в 49 году, в декабре месяце, он мне дал разрешение на путь и говорит, давай, переходи, Арген, подручным столяром. Я проработал где-то года полтора-два. В 52 году я уже самостоятельно работал столяром. А учился Арген своей профессии у знаменитых металлургов сталеплавильного дела всей страны. На казахстанскую магнитку приехали столяры с крупнейших заводов Урала и Украины. Искусством, которое передавалось из рода в род, из поколения в поколение, делились они с молодыми металлургами Казахстана. И мальчишки, до Темиртау не видевшие больших заводов, уверенно становились к мартеновским печам и домнам, становились хозяевами своей магнитки, рабочим классом республики. Здесь начиналась трудовая биография Аргена. Начиналась рабочая династия семьи Жунусовых. Ой, у нас совсем любовь с первого взгляда. Что это? Мы и дружить-то не дружили, ничего же ведь. Развиделись, второй раз поженились и все. Вот на тот год должна быть верная свадьба. И детей уже 6, 5 дочерей и сын. Говорят, маленькие дети, маленькие заботы. А какие они у Батимы, если старшей дочери 22, а младшей 6? Дети хорошо мне, дочки помогают. Они очень даже хорошо. Все делают дома, слушают. Учатся хорошо. Это уже новое поколение Жунусовых. И жизнь складывается у них по-новому. Родители учились заводскому делу, и только потом в вечерние школы поступали. У детей все иначе. Сначала институт, потом магнитка. Она стала главной для младшего поколения, как и для старших в этой семье. Профессия столевара – привилегия отца и братьев. Бану пошла в лабораторию. Без точного анализа и им не сварить настоящей стали.
конечно, не пошел по моим стопам маленько, я не одобряю. Что-то вот он побаивается столярскую работы. Работает сейчас он у нас в цехе, слесарь по механооборудованию. Но я думаю, будет сталь варить. Мое желание такое. Короче говоря, на нашем комбинате работать. А Темиртау никуда не хочет выезжать. Его желание вот здесь, вот, в Темиртау быть. Говорит, город молодой, цветущий. Не все вокруг, как на ладони, и город весь моя родня, и никому не посторонний. Здесь все касается меня, и сам себя я назначаю в число ответственных людей. Ведь я за все на свете отвечаю. Ведь я за все на свете отвечаю. Рабочей совестью моей. Ведь я за все на свете отвечаю. Ведь я за все на свете отвечаю. Рабочей совестью моей. Нет, наверное, на Магнитке цеха, где бы не работали представители большой семьи Жунусовых. Производственный стаж больше столетия. Курман начал его на первой коксовой батарее, люковым. Это едва ли не самая трудная профессия в черной металлургии. Освоил завалочную машину, стал машинистом. Мастерство, как и слава, приходит не сразу. 2 десятилетия отдал Курман своему делу. Еще 6 батарей поднялись на Магнитке, более мощные, более современные, а он так и остался на своей первой. Орденами Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы отмечен его труд. Он прям так трудится вообще, хорошо. Работает он прям, сказать, он вот как футболист играет, футбол вот, играет, вот на поле смотрит, и он надо смотреть, вот куда подавать, кому подавать, вот так и он наработал. Он за 2, за 3 вот может справляться, если нужно. Ну, я думаю, от него можно брать пример. Характер у него, вот характер, золотой он человек. Ну, характер у него настоящий советский человек. Настоящий советский. Так говорили о людях, которые отдавали жизнь в годы войны во имя сегодняшней жизни. Поднимали казахстанскую целину, прокладывали дорогу в космос. Разве мыслимо было бы возводить Магнитку, не примиряясь в планах на такой советский характер? Сейчас трудно поверить, что этот гигант черной металлургии вырос на глазах одного поколения металлургов.